Басня «Ворона и лисица» кавказской обработки. Ворона, что жила в горах, шашлык на выходной послал Аллах. Почистив блендомедом клюв баули, ворона сел поесть шашлык на стуле. И чтобы мясо в горло не застрял, ворона хванчкара бутылка взял. Но мимо на работу шел лисица. Глаза стекло, хотел опохмелиться. И запах шашлыка услышав носом, к вороне подошел с таким вопросом. О, Джураджер, какой хороший ты. Что кушаешь, шашлык или манти? Не твой-то дело, ворон, сказал, вон пошел. Но наш лиса не унимался. Беседа продлевать старался. На все три зуба улыбался. Ложился, снова поднимался. Мигал лукавым хитрым глазом и очень ловко двигал тазом. И говорил ворона: какие перья у тебя, какие бедра у тебя красивые, как хорошо на них сидят лосины, какие перья, все почти что без ущерба. Твой запах — это мир цветов Узбекистана. Ты не ворона, ты орел Монтана. И слышал я, что ты есть круто танцеваешь. И у ворона от такого комплимента моральный дух поднялся 22%. Ворона танцевать не мог от самого рождения. Проблема бил с координацией движения. А тут танцором вдруг назвал его лиса. Ворона встал на стул, сказал «Уря!» и начал двигать всеми частями тела, пока в затылке его кожа не вспотела. Но, увы, стул сломался. Ворон упал, шашлык упал и полбутылки хванчкара. Лисиц схватил, сказал «Уря!» и бил таков. Теперь лежит под заксаулом никакого. Мораль. Когда шашлык на выходной послал Аллах, все забирай и никайся в горах. И будь ты лучший танцовщик аула, всегда, чтоб танцевать, дурак, слезай со стула.